работа нашей конференции продолжается. И следующее у нас выступление Василия Васильевича. Прошу вас отозваться. Пишу, пока не вижу у нас на конференции. И пока Василий Васильевич, может быть, подготовится, да, у нас выступает следующий Николай Андреевич Барамыгин, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И выступление на тему «Опыт блогера-общественника в формировании общественного мнения». Саша, попрошу включить презентацию Николая Андреевича, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Вот я сам также активно занимаюсь деятельностью в социальных сетях. Вот я хотел бы опыт блогера-общественника, формирование общественного мнения на примере вот Петра Петровича Черкашина, Тускун, который активно работает в Инстаграме. Следующий слайд. Вот Петр Черкашин – это настоящий общественник. Место работы у него – это исполнительный директор общественной организации «Лига отцов». Петр окончил Институт физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета, мастер спорта по борьбе Хапсагай. Так, следующий слайд. Он известный инстаграм-блогер, ведет блог на якутском языке, имеет около 25 тысяч подписчиков. Вот, но Якутия в этом смысле, наверное, является уникальным регионом в Российской Федерации, потому что по данным переписи 2010 года вот, якуты Саха являются большинством населения республики. Вот, и около 70% якутского населения пока еще владеют родным языком. Ну, как вы знаете, кроме Якутии, еще в Туве и в республиках Северного Кавказа местное население преобладает. Так, пожалуйста, следующий слайд. Вот он уже давно занимается общественной деятельностью. Вот, и работая в селе Чапаево Хангаласского улуса, вот он стал инициатором движения «Полка добра», вот, на которой любой может оставить продукты для неимущих, чтобы неимущие могли подойти и взять, что им нужно. Так, следующий слайд. Вот благодаря своим общественным инициативам он вошел в шестерку победителей республиканского конкурса «Якутянин года 2020». Следующий слайд. Вот, и он принял участие на праймерис «Единой России» и неожиданно для многих одержал победу на онлайн-голосовании. Вот я разговаривал по его поводу с людьми, да, и они сказали, что вот его 25 тысяч подписчиков, они являются вот основным ядерным его электоратом, и они активно голосовали на онлайн-голосовании праймерис «Единой России». И он выиграл многих маститых журналистов и так далее, которые принимали участие на праймерис. Так, следующий слайд. Вот, и на выборах в Государственную Думу 8-го созыва Петр Петрович Черкашин занял почетное 2-е место, опередив основного кандидата Федота Семеновича Попова. То есть он, это с учетом того, что в основном он агитационную деятельность вел на якутском языке. И в основном посетить интернет. Потому что такой вот активной поддержки со стороны штаба «Единой России» у него, к сожалению, не было. Так, следующий слайд. Вот, и Петр Петрович продолжает свою общественную деятельность. Вот, и я считаю, что он является примером потенциала интернет-блогера, ведущего блог на родном языке. Вот формирование общественного
мнение. То есть, как мы все знаем, 80% всех материалов, публикуемых в интернете, они публикуются на английском языке, 10% публикуются на китайском языке, вот остальные 10% материалов публикуются на всех остальных языках мира. Вот, и очень большим достижением правительства республики является то, что якутский язык вошел в раскладку клавиатуры операционной системы Windows. Вот недавно началась поддержка якутского языка операционной системе Android от компании Google. Сейчас, к сожалению, пока еще нет поддержки в iOS силами самой операционной системы. То есть, если мы вошли в этот список языков, которые поддерживаются в интернете, их всего 200 из 600 языков мира. Вот, и наша главная задача сейчас максимально увеличить интернет-контент на родном языке. Вот, и то, что якутские фильмы, недавно на YouTube якутский фильм «Рядовой Чарин» преодолел планку 6 миллионов просмотров. То есть якутские фильмы, якутские мультфильмы, якутские аниме и так далее на родном языке, они должны стать привлекательными для молодого поколения, для того, чтобы наше молодое поколение, которое сейчас массово начинает забывать родной язык, уже 2-летние дети свободно разговаривают на русском языке в чисто якутских семьях благодаря гаджетам, благодаря смартфонам. Мы должны как-то противостоять и показать детям, что якутский язык – это не язык дедушек и бабушек, а это очень крутой и продвинутый язык для онлайн-общения. Ага. Поэтому я хотел бы внести предложение, чтобы как-то усилить работу по созданию интернет-контента на якутском языке, и языках других народов республики. Но и надо отметить, что у нас особенно наша национальная телевизионная компания НВК «Саха», она очень активно выходит в интернете, у нее очень хороший YouTube-канал, и надо, чтобы они больше работали над СММ, над продвижением своей продукции. Что касается газет, я согласен с... Николай Андреевич, у вас звук выключен. Все, время вышло. Спасибо. Нет, говори. Можете продолжать. Самое интересное, там остановились. Пожалуйста, про печатные СМИ. Печатные СМИ, им надо более активно переходить в онлайн, потому что с 1 января «Эхо столицы» прекращает публикацию такой печатной газеты. Но это общемировой тренд. Недавно «Нью-Йорк Таймс» тоже закрыл свою печатную версию. То есть поэтому нашим газетчикам, журналистам надо превращаться в таких нормальных интернет-блогеров. Например, взять Айталину Никифорову или Обедина Виталия, то есть, которые смогли из печатных газет перейти в онлайн-сферу. И совершенно очень правильно подсказали насчет Телеграма. Надо систему Телеграма как-то развивать, чтобы и в Телеграме был и якутский контент. И я хотел бы отметить, что у нас региональная особенность в Якутии состоит в том, что у нас Инстаграм и WhatsApp являются новостными такими средствами массовой информации, по которым основное население получает информацию об окружающем мире. Поэтому это у нас есть своя региональная особенность.
Вот. Ну и все, спасибо за внимание. Мгм. Спасибо, Николай Андреевич. Уважаемые участники, может, у кого-то будут возникли по ходу вопросы? Да, я немножко тоже отклик, как говорится, Николай Андреевич, спасибо. Вот хочу поддержать тезис о наполнении медиапространства контентом на якутском языке, потому что от этого, конечно, зависит сегодня и развитие нашего языка. Хочу сказать, что в прошлом году якутский язык появился в Яндекс.Переводчике, и сегодня, в принципе, есть возможность переводить с якутского и на якутский на более 90 языков мира. Но для улучшения работы переводчика и для появления, предположим, переводчика в Гугле, да, обязательное требование – это вот такой массовый контент на языке. И поэтому вот тоже, пользуясь случаем, хочу призвать якутских журналистов для того, чтобы мы вместе общими силами увеличивали именно контент на языках национальных. Вот Национальная библиотека принимает активное участие вот как раз в увеличении контента на якутском и других языках через свою электронную библиотеку. И участвуем таким образом, принимаем участие в создании таких переводчиков. Вот в Яндексе активное участие принимали. Сейчас наш общественник Алексей Иванов, у него тоже большие планы по сделать основу для появления Google переводчика. И если наш язык, наши языки коренных народов появятся в Яндекс.Переводчике, в Google переводчике, считайте, что они станут бессмертными. Вот такую хотела сделать ремарку. Спасибо. Спасибо, Сарглана Васильевна. Еще есть, да, вопросы, может быть, Нургуяна Михайловна, если вы нас слышите, может, тоже возникли вопросы по ходу, нет? Натолкнули, конечно, на размышления, да, определенные идеи Николая Андреевича, да, но мы за то, чтобы сохранить печатные газеты на национальных языках. Это все-таки очень большая культура и имеет тоже вот свою региональную особенность, как вы сказали, да. Мы должны увеличивать, я согласна, присутствие в социальных сетях и в телеграм-каналах именно на якутском языке, на национальных языках, вообще в общем, да, но мы также обязаны сохранить печатные издания. Это вот такая маленькая ремарка. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Спасибо, Нургуяна Михайловна.